Всем привет! Меня зовут Семен Кочкин. Мы на нашем вечернем эфире с Олегом Степановым. Я автор «Сердитый Чуваши», Здорово. иностранный агент, еще куча всяких разных эпитетов. Олег, расскажи немножко о себе. Ну, я бывший координатор московского штаба Навального, политический иммигрант и страшный преступник, заочно арестованный и находящийся в розыске за уголовное дело. Но об этом мы долго не будем. Семен? Да, у меня немножко звук прерывается. Вы напишите, что работает. Именно не мой, а звук Олега. Сегодня 24 ноября. Это значит, что идет прошел 9-й месяц войны, реального ужаса и кошмара. И все началось с того, как слов о демилитаризации Украины, спасении русских людей, в Украине, а заканчивается тем, что российские ракеты уничтожают энергетику соседней страны, и люди реально замерзают. Я смотрел там видео с Киева, где люди реально там говорят о том, что у нас холодно в квартирах, непонятно совершенно, куда нас это завезет. И вот когда я готовился к эфиру, я увидел маленькое видео, которое меня очень сильно впечатлило. Если его можно показать, давайте выведем его на экран. Это, по сути, урок патриотического воспитания в одной из школ в России. В школе о спецоперации говорят со школьниками младших классов. Юноармейцы рассказывают ребятам о героях. Эти мальчишки и девчонки уже понимают, в какой прекрасной стране они живут. И потому громко подхватывают песню о России. Как бы тяжело не было, нужно сейчас встать всем, не ждать повестки, мобилизации. Нужно встать просто и идти защищать свою родину. А жены, дети и родственники, они должны быть как тыл. Они должны поддерживать теми же письмами, как сейчас детки в школе пишут их. Это так трогательно. Я потеряла одного из двух мужчин в своей семье, до самого старшего. Но у меня есть младший, который гордится своим папой, гордится мужчиной, который есть в нашей семье. И наш маленький мужчина, он тоже растет. Да, настоящего мужчину надо воспитывать с раннего детства. Это хорошо понимают учителя школы. Что сейчас во многих семьях, вот, например, у Матвейки у нас забрали папу, он сейчас в Луганске служит 2 километра под Луганском. Мальчик у нас очень хороший, переживает. Значит, понимают, воспринимают, может быть, где-то на эмоциональном уровне, но они это понимают сейчас. Слезы на глазах третьеклассников – это хорошая эмоция на происходящее. Значит, они чувствуют и понимают, в какое время живут. А значит, растет достойная смена юноармейцам. Но это же совершенно какое-то, не знаю, безумие абсолютное. Но при этом главный такой, идеолог этой войны, начинатель ее, Владимир Путин, по версии, правда, Олега Степанова, куда-то пропал. То есть Олег говорит, прям утверждает, мне он рассказывает, что все, Владимир Путин исчез из информационного поля, он, молчит, отмалчивается. Олег, можешь рассказать про свою теорию? Да, спасибо большое. Я не сказал бы, что совсем из информационного поля. Скорее, речь идет о том, что исчез как гатель страны, находится в той ситуации, вызванной так называемой специальной военной. Вы помните, что говорил или делал Путин по поводу сдачи Херсона? Я думаю, мы помним, как он радовался, стоя там на трибуне, что Россия, но вот что-то про он, который был освобожден Украиной, он ничего не говорит. Посмотрим, что же было на сайте Кремля по этому поводу. Пожалуйста, картинку, которая называется «Кремль Херсон». Это все очень просто. Я зашел на сайт Kremlin.ru и решил просто посмотреть официальные сообщения, что на самом деле с того момента, когда было официально заявлено о присоединении, нет. Просто может быть у нас какие-то новые сообщения по поводу так называемой специальной военной операции. Давайте следующую Кремль СВО посмотрим. Что официально Кремль комментирует вот по поводу этой специальной военной операции, то есть войны. Тоже, как вы видите, новостей нету. Может быть, спасибо. Может быть, есть другие важные поводы, события, о которых
ну, они тоже связаны с чем-то действительно важным. Давайте вспомним, что делал Путин, когда российская армия сдавала Херсон, в общем-то, отдавала на Украине. Давайте посмотрим картинку, которая называется «Колесо». Мне очень нравится этот момент. Собственно, оно. Колесо обозрения, которое практически сломалось. Очень символично. Кроме этого, у меня был на конференции, есть пруф, называется «Искусственный интеллект». Не будем юморить на тему того, что Путину, может быть, не хватает интеллекта, но, тем не менее, по поводу искусственного интеллекта он тоже высказывается. Высказывается он по внешней политике. И тут-то кажется, вот оно, бандеровцы, нацисты, наркоманы, еще говорят. Давайте посмотрим, может быть, картинку, которая называется ОДКБ. Был саммит ОДКБ, это оборонительный блок, это Россия и другие страны СССР, и выясняется, что и там нет. Предыдущая страна Армения, но ее Пашинян отказался подписывать. И то потому что там идет активный вооруженный конфликт с Азербайджаном, и ничего не сходит. Но самое главное, это предлагаю вам посмотреть, чтобы оценить публичной вовлеченности Путина в конфликт Украины. Видео называется, пожалуйста, покажите его. Это вот самое важное событие, которое произошло 2 дня назад. Вместе его сейчас посмотрим и оценим принципе этого события. Ну, если нам позволит техническая возможность. Подождем несколько секунд. Ждем. Пока у нас нету, я, наверное, буду ждать от коллег сигнала, будет ли у нас это видео. Я пока скажу о том, к чему вообще все эти прелюдии. Картинку, если вы видите по поводу ДКБ, так, мы еще только учимся, поэтому не судите. Мы пытаемся разноображивать наш эфир различными медиа. На мониторе отображается только вот этот скрин. Если вы видите что-то другое, например, меня, можете об этом, или Семена, можете об этом написать в чат, и тогда мы будем знать, как это работает. Да, но, кстати, кроме того, чтобы писать в чат, я вам предлагаю поставить лайки на канале Семена Кочкина, поставить лайки на канале Олега Степанова, то есть меня. Ссылки на наши каналы вы, кстати, можете найти в описании под той трансляцией, которую смотрите. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Так, коллеги, мы показываем меня, Семена или УДКБ. Какой файл? Если можно, поставьте файл ВВ Путин, это видео, и мы вернемся к нашей теме. Ну все, ВВ Путин, запуск. Угу. Ну, если не получается, это не обязательно. Можно просто убрать. Просто убрать ДКП. Ну, давай попробуем. Спасибо. Это все. К тому же, на самом деле, Путин взял паузу и не говорит ничего про войну, потому что общество от войны реально устало. Есть об этом замечательная статья на «Медузе», любимый Семеном Перцев есть такой. Он, значит, его источник сообщил, что Кремль прокрыт в социологию. Ну, я в наших эфирах вообще отвечаю за социологическую часть, за ее пересказ. Россияне не хотят никаких новостей про войну в обществе. И поэтому ничего не нужно делать с войной, не нужно ее показывать, и тем более не нужно ассоциировать с ней Путина. Путин хочет нравиться людям. Мы понимаем, каким бы страшным диктатором он не был, но он реально достаточно стрёмный мужик в этом смысле, он все равно нравится на поддержку людей, точнее на отсутствие негатива к нему. И он пытается выступать только с хорошими новостями.
Одну из этих хороших новостей мы посмотрим, когда у нас запустится видео ВВ Путин запуск. Ну, вы мне дайте сигнал, когда это будет возможно. Но так или иначе, российские медиа изменили ее освещение событий именно в том русле, в котором рекомендует эта социология. Они не пишут об обстрелах практически, ну пишут, но очень мало, так гордятся, что, значит, вырубили свет по всей Украине, люди сидят без тепла и умирают. Но это не главная тема, не главное. Важнее там рассказы про банки, кровопийцы, про искусственный интеллект, еще про что-то. И все публичные заявления про войну в последнее время делал не Путин, если вы помните, их делал Суровикин, Шойгу. И Шойгу сейчас стал главным антигероем. Если мы можем вывести картинку, которая это подтверждает, то давайте ее посмотрим. Эта картинка называется «Антирейтинг». И это не самая новая информация, но она ложится очень в тему. Посмотрите, Шойгу вошел в топ-3 политиков, если его можно так назвать, по антирейтингу. Сильно обогнав, например, Алексея Навального, на которого постоянно возбуждают уголовные дела, который находится за решеткой и который, в общем-то, из-за изоляции не может создавать большого количества каких-то позитивных или просто достаточно ярких инфоповодов. Однако рейтинг Шойгу падает. А рейтинг, точнее, антирейтинг его растет, если быть точным. А вот рейтинг Путина на том же месте. Шойгу работает громоотводом, а Путина нет. Путина нет, он отсутствует. Он занимается какой-то ерундой. И даже он отказался от проведения прямой линии. Это, кажется, в первый раз за 20 лет. Вот такая радионяня, которая должна была успокаивать людей и говорить им что-то хорошее. А что он им хорошего может сказать? Сделать вид, что ничего не произошло, спросить, а что случилось? Ну нет, тоже. И он решил заменить эту часть на встречу с матерями мобилизованных, которая пройдет завтра. Ну и у этой встречи есть один нюанс. Давайте посмотрим картинку матерей мобилизованных. Она нам даст понять, что происходит. Матери мобилизованных обратились к Путину, там чего-то потребовали, и началась слежка, а потом вот самую большую организацию, Совет матерей, не пригласили на встречу с Путиным. Давайте уберем картинку. Так или иначе, о том, что Путин пропал, мы говорим о том, что он имитирует какую-то деятельность, которая не имеет никакого отношения к реально важным событиям, к войне, к проблемам экономики, к чему-то еще. Он вот ездит и открывает, например, фабрику по производству индюшатины. Президент страны. Даже он не ездит, он сидит дома и выходит по видеосвязи. Можем ли мы посмотреть это видео наконец? Если нет, ничего страшного, но оно достаточно забавное. Ну слушай, Олег, Видео у тебя какая-то называется... прожарка Владимира Путина получается. Да. Ну так разве же это плохо? У нас же тема вообще, куда он делся? Не, ну конечно неплохо, но просто он, получается, после Херсона пропал, или как? Да, он пропал после Херсона, и точно такая же ситуация была, например, после убийства Немцова. Я напомню, что он замкнулся, практически ни с кем не общался и несколько недель молчал, брал паузу. Я думаю, что вот для него это, наверное, событие, не знаю, какое важнее, но вот на той же примерно, скажем так, весовой категории качественно того же уровня. Не, ну слушай, но когда Немцова убили, там же все-таки прям вообще консервы были, а сейчас, видишь, на ОДКБ съездил, все равно какой-то, знаешь, на контакте. Когда он пропадает окончательно, когда, помнишь, говорили там, что он там ногу сломал или что-то такое, то есть он же периодически, правда, исчезает. Там в год, типа, раз там на недельку исчезнет, типа в отпуске. Вот. С другой стороны, конечно, поражает, что он не комментирует СВО. То есть, как бы эта тема для него была супер главная. Он был ее таким, ну, помнишь, прям таким еще злым был. Он такой выступает злодей главный мировой. И тут раз, и молчок. Открывает завод индюшатина. Ну, конечно, да, это как-то комично даже смотрится. Вот, кстати, у тебя все хорошо с интернетом, потому что у тебя прям прорывает интернет. И... прям беда какая-то. Ого, нет, у меня все вроде бы нормально, но давай я уйду на паузу и передам тебе
ветвь первенства в нашем разговоре, как раз Кошмар. закончив, Ну, что можно попробовать, можно попробовать, но Смотри. тема, прямо скажу, не моя. Ам, Смотри, Меня, значит, на самом Путин деле должен удивляет встретиться с матерями. момент, что Владимир Путин Окей. человек, который на самом деле, наверное, супер популярен в России, ну и, наверное, и в мире тоже, ну и, понятно, есть россияне, которые его очень любят. Меня поражает, что он абсолютно ведет закрытый образ жизни. Мы не знаем... Так, у меня... Так, что происходит? Что у тебя? Ну, я закончу мысль, которую хотел закончить. Итак, она связана с матерями мобилизованных. Они пытаются показать, что он приносит хорошие новости, чтобы его рейтинг не упал. Таким образом, он пытается находиться в актуальной повестке, вот спустя, да, там, долгое время после сдачи Херсона, вот он в нее возвращается, встречается с матерями мобилизованных. Но на самом деле эти же матери, которых многие обвиняют в том, что они требуют, чтобы их Чикатилом дали ножики побольше, как написал Невзоров, они же протестуют в тех формах, в которых это возможно, как протестуют и сами мобилизованные. Давайте тогда перейдем к теме протестов мобилизованных, и о ней нам, я думаю, расскажет Семен. Если это технически возможно. Семен? Да? Ага. Значит, Расскажи слышно. нам про протесты Да, мобилизованных. У меня, короче, извини, у меня в какой-то момент случилась какая-то проблема со звуком. Я тебя Всё нормально. слышал параллельно, типа, в свою вставку. В общем, было прям такая непонятная штука. Давайте Спасибо, что посмотрим. вырулил. Да. Давайте перейдем в режим, когда мы оба, насколько я вижу, я пока один в кадре, и посмотрим на Семена, а лучше покажем одного Семена, потому что он сейчас будет рассказывать что-то интересное. Ну, надеюсь. Надеюсь. Ну, все, я появился. Ура. Ну вот, еще одна грустная трансляция с проблемами со звуком. Да, значит, я даже не то, что про, как ты там назвал, типа протест мобилизованных, сколько про то, как эти протесты начали гасить. Ну, то есть если про те протесты, про которые там я снимал видео, про которые мы писали в «Сердитой Чувашии», там в Ульяновской части, если их очень быстро устранили, и это стало новой тактикой. Если происходит что-то в учебных частях, то значит, органы власти, там, губернаторы, там, депутаты пытаются очень быстро решить проблемы мобилизованных. На самом деле даже хорошо, потому что если бы эти проблемы бы не решались, это было бы совсем супер грустно. Вот. Но при этом, при всем, это прирастает в какие-то невероятные формы. Например, сейчас можно ли... Короче, нужна первая вставка про то, как заставили извиняться мобилизованных из Алтая. Если это возможно, опять же. Ну, это нормальные вопросы. Мы только разгоняемся. Какие-то технические баги, глюки неизбежны. Ну, окей. И мне сказали, что ничего работать не будет. Ну, хорошо. У меня есть следующая вставка, номер 2. Она работает? Я подумал, что у нас началась вставка и залип в телефон. Ну, я могу понять. Но это, знаешь, я прям покраснел, я думаю, и расстроился, что так получилось, потому что Все нормально. Давайте мы оба будем на экране и будем продолжать. Давай. У тебя, кстати, интернет больше не прерывается. Я думаю, не прерывается, но собрались мы здесь обсудить кое-что другое. Семен? Да, но мне слышно вроде бы. В общем, мне впечатлило видео из Алтая, которое мы, к сожалению, пока показать не можем. Там, значит, военнослужащий, мобилизованный, извиняется за то, что он жаловался, что их не готовят, что они плохо обмундированы. И у меня сразу же вспомнил видео, как мобилизованные из Чувашии хвалили Следственный комитет, что они быстренько разобрались в деле, помогли им, и теперь у них все хорошо. Это же правда удивительно. Ну, то есть не удивительно, а это вот какие-то, ну, это репрессии по факту. То есть люди
по большому счету, не, может быть, даже и не выступающие против целей СВО, не выступающие против Путина, они просто хотят, чтобы, ну, просто по большому счету они хотят умереть на войне, говорят свое недовольство, и все. Либо извиняетесь, либо записывайте хвалебные видео Следственному комитету. Слушай, а вообще, а какая-нибудь ставка из тех, которые я подготовил, будут работать теоретически? Смотрите, друзья, мы обсуждаем технические моменты, как приоткрываем вам завесу, да, всего нашего хитрого зала, ломаем, можно сказать, как Ну у да. вас, четвертую или третью стену зрителя. Пятую. Вот, может, Так, ну вообще, видите, я не досчитал. ну, четвертая стена, хорошо. Тогда мой спич будет абсолютно без вставок. Я к этому готов, почти к этому и готовился. На этой же неделе была драка мобилизованных типа в кафе с местными жителями на Кузбассе. Я такой думаю, елки-палки, что это такое? Прочитал, что совсем недавно была там же на Кузбассе серьезная драка уже мобилизованных с мобилизованными, и на это губернатор запретил им выходить в часть, и, видимо, вот это те самые люди, которым разрешили выйти, и все равно это заканчивается дракой. И я думаю, что вот драки между мобилизованными — это прям вот супер от того, что люди, ну, эти солдаты не понимают, точнее, они, скорее всего, понимают, что их ждет в Украине, и они в каком-то опустошении, они не понимают, что им делать, и, там, не знаю, скорее всего, сильно выпивают, срываются друг на друга, их держат в закрытых, значит, этих помещениях, если выпускают, это все равно выходит на какой-то там уровень агрессии. При этом за то, что ну, то есть это все заканчивается очень плохо. Есть, я уверен, ты видел видео мобилизованных из Серпухова, которые, ну, говорят в этом видео, что они на передке, что их, значит, отправили прямо на передовую, и они рассказывают, что их там осталось совсем немного, и что они дальше не пойдут воевать, потому что их, скорее всего, ну, типа, они просто не выдержат, их переубивают, будет все очень плохо. Вот. И буквально через пару там часов вышло видео, что они все пойдут по трибунал, и все это, ну, я на все это смотрю в целом, и по ощущениям власти не могут никак заставить людей на фронте, кроме жестоких репрессий, идти вперед. Ну, кроме, возможно, супер мотивированных там людей из ЧВК Вагнера, из тех людей, кто там подписали контракт, но вот с тех, кого они мобилизовали, они совершенно не готовы воевать, их не могут никак замотивировать, вот, и все это приведет к тому, что, ну, по большому счету, они, если не будут бунтовать, они просто не выживут. Вот. Очень обидно, что все мои видеоставки не попали во все это. Такое бывает. Я думаю, ты отчасти и сам себя чувствуешь таким мобилизованным, которого без патронов, без лопаты какой-нибудь кинули прямо на фронт, прямо в прямой эфир. Вот. Поэтому, наверное, ты ему сочувствуешь. Но ведь есть же другая точка зрения, что если человек туда попал, имея доступ ко всей информации, которая есть в интернете, я не знаю, где-то еще, то это его сознательный выбор. Вот по большому счету, у всех же есть доступ в интернет. Ну, может быть, без VPN не ко всем сайтам. Ну, посмотри, что происходит, и не ходи. Да, это интересное мнение. Еще к нему можно добавить тот факт, то, что помнишь, как пугали, что вот если вы не пойдете по повестке, на вас заведут уголовное дело, что-то начнется. А по факту ни одного уголовного дела за отказ идти по повестке на мобилизованных так и не случилось. Там было одно, но она просто развалилась. Причем, по-моему, сама прокуратура вышла с протестом о том, что это уголовное дело завели зря, и оно незаконное. Вот. Да, в этом смысле, конечно, как бы можно их осуждать. Но я, наоборот, нахожу это поводом для того, чтобы этим людям посочувствовать. Но я уверен, что огромная часть из них просто испугалась репрессивного государства. Скорее всего, они живут в супер патриархальных таких семьях, где там старшие в семье говорят, что ну то, что наши деды воевали на Второй мировой войне, а ты должен воевать на войне с Украиной. Я думаю так.
Ну, то есть, ну, даже если человек искренне верил в там, то, что ему говорил Путин, ну, как бы он жертва в этом случае. Мы же не обвиняем людей, которые там поверили в какую-то там секту тоталитарную, отдали свое имущество. Мы же называем их жертвами, мы же не говорим там «сам виноват». Это, знаете, как девушку обвинять, потому что она в короткой юбке прошла вечером, и с ней что-то плохое произошло. Все-таки виноват в первую очередь насильник, и насильник здесь именно государство, а не кто-либо. Вообще, ну, слушайте, очень мало, ну, точнее как, большинство стран сейчас стремятся к тому, что, да и, ну, давайте так, развитые страны уже, там, у них телевизор — это не средство пропаганды, это обычное, там, средство, там, связи с людьми, передачи информации. Это не Соловьев с Киселевым, которые 24/7 рассказывают про то, там, какой президент там у них классный, а какие у них вокруг живут враги, с которыми нужно воевать. Ну, реально же так. И люди в России, они как бы, они не исходили из того, что они живут, оказывается, в тоталитарной стране, ну, не в, ну, в авторитарной стране. Вот, поэтому я думаю, что этих людей винять точно не стоит. Вот. Я с тобой согласен, и все-таки это очень важная вещь, если мы говорим о том, что мы хотим, чтобы эта война прекратилась, мы должны понимать важную вещь. Она прекратится во многом, она не может идти без действий из России. Нравятся кому-то люди в России или нет. Кому-то, если не нравятся люди, которые вынуждены оказались мобилизованными, их родственники и так далее, ну что ж, я предлагаю вам засунуть куда-нибудь поглубже себе вот это мнение и начать говорить с этими людьми как с равными. Потому что если вы попытаетесь кого-то в чем-то убедить, начав ему говорить, да ты не понимаешь, ты куда пошел, человек не будет тебя слушать никогда. Если вы хотите остановить эту бойню, если хотите, чтобы на территории Украины не было вот этих отключений света, чтобы там не взрывались бомбы, ракеты, чтобы там не было вот этих убийств, военных преступлений, нужно начать относиться к людям в России, в том числе к тем, кто на каких-то там, ролях вынужденно участвует в этом процессе, как к собеседникам, которого вы должны в чем-то убедить, которого вы должны оскорбить, не которому вы должны доказать свое превосходство. В споре на самом деле никого нельзя переубедить, ну, кроме... А если вы говорите конкретно с человеком, ну что ж, относитесь к нему вежливо, уважительно, попытайтесь найти какую-то общий бэкграунд, какую-то общую платформу, от которой вы одновременно сможете отталкиваться. В общем, такое у меня добавление. Да, полностью согласен. Ну, как бы, ну как можно обвинять людей, которые, ну, слушайте, не все обязаны интересоваться политикой. Вот нет такого. Вот знаете, я надеюсь, что там люди в будущем будут там больше интересоваться вот этой политикой, государственным управлением, но в целом как бы большинство людей в мире просто живут. Они интересуются, когда выйдет альбом их любимой группы, когда в их городе там откроется там станция метро или появится новый маршрут на автобусе, когда у них появятся новые рабочие места. Они следят за этим, а не за там своим президентом. Мы как бы вот в такой реальности мы И живем. опять же, да, если книги, а его по этим рукам бьют, эти руки рано или поздно отсохнут от полученных травм. Вот примерно то же самое происходит и с нашим обществом, которое было очень политизированным, а при Путине, во-первых, это все было, сори за такое нехорошее слово, но по сути оппозиция до 2011 года была унасекомлена. После этого она пыталась что-то делать, возвращать людей в политику, но в целом это все закончилось репрессиями. Вот те самые руки, по которым били, которые отсохли. Так что очень сложно в этом смысле пытаться объяснить все происходящее каким-то геном рабства, я не знаю, чем-то еще. Нет, просто люди оказались заложниками слабых институтов. Люди оказались заложниками слабых институтов. Меня дико бесит, когда начинается разговор, что там люди какие-то в России не те, там русские не те, чуваши не те, татары не те. Нет, вообще все нормальные люди, просто
вот как бы попали в такие условия. Ну, в этом виноват реально там небольшая там кучка людей, которые там, не знаю, там при Путине ходили. Не знаю, можно там кидать обвинения людям, которые имели рычаги влияния, но, блин, большинство людей их не имели. Вот. Вопрос в чате спрашивают, как дела у мобилизованных из Чувашии. Слушайте, на самом деле все не так радужно, как могло быть. Вот. Ну, мы точно знаем, что люди погибли прямо во время, значит, забыл, как это слово называется, во время, командировки, да, своей, когда их отпустили на выходные, что-то с ними произошло, несколько человек, типа, погибло, не доехав до этой части. Вот, есть информация о том, что люди туда не приехали, а точное число мы сказать не можем, мы не владеем этими цифрами. Буквально на этой неделе случилось то, что ее покинули солдаты уже не из Чувашии, а из Мордовии, и там какой-то вот вопрос вокруг этого. Их тоже отпустили в увольнение, и там тоже большая часть не вернулась. Причем они заставили, там был, значит, большая история с тем, что один из мобилизованных был онкобольной, то есть у него там как бы рак, ему нужно лечиться, а его там забрали по мобилизации, и у него не получается доказать, что он, собственно, имеет как бы то есть он не должен быть, какая армия ему он инвалид, елки-палки. Его лечить нужно, спасать, а не под пушки отправлять. Потом на прошлой неделе случилось то, что уже мобилизованных из Ульяновска, тоже из этой же части, где служат, где готовятся служить наши чувашские мобилизованные, значит, там были, конечно же, и солдаты из самого Ульяновска, и их отправили под Херсон. И совершенно, то есть во время отхода от Херсона, понятное дело, у них не было связи, жены, матери, в общем, женщины, которые, значит, из семей этих солдат начали бить тревогу. Мы об этом в «Среде Чувашии» активно писали. Вот как только мы про них написали, с ними сразу вышли на связь все эти вот эти военные, не только и гражданские чиновники, вроде как конфликт регулировали, вроде как нашли связь. Вот. Но, в общем, следим мы внимательно за ульяновской частью. Если оттуда придут новые информации о протестах, мы, надеюсь, напишем первый. То есть от себя мы сделаем все и максимально поможем ребятам, которые сейчас там готовятся к выезду на фронт. И я вообще, если честно, очень надеюсь, что на фронт они не поедут и как-то они смогут от этого отказаться. Вот. Пишут, значит, кто погиб. Точно погиб один солдат, то есть про которого мы точно знаем. Он попал в какое-то ДТП или что-то вроде того. Вот. Еще говорят о том, что погибло 5 человек, но эта информация официально не была подтверждена. Об этом написал один из провластных каналов. Причина смерти, мы не знаем, но они, то есть это провластный канал, писал о том, что они погибли непосредственно, значит, во время своей, то есть находясь не в военной части. Узнаем. То есть пока, кроме вот этой записи в провластном канале и кроме одной точной проверенной смерти, сказать ничего не могу по поводу смертей. Но вообще, конечно, очень тревожно за ребят, потому что они сами писали вот после того, как вернулись с увольнительного, о том, что у них вообще подготовка началась. Что до этого была какая-то полная ерунда. Вот, как помнишь, Олег, видео из московского этого подготовительного центра «Патриот», где этот парень, значит, его командира, типа, вы что нас тут, не буду говорить. Да, который мы показывали в прошлый раз, да. Да. Вот, то есть как бы и вот их тоже не готовили, они просто как бы не стали бить своих командиров, они решили по-другому свой протест высказать. Справедливости ради, там тоже никто никого не бил, просто командир толкнул этого мобилизованного, он толкнул его в ответ. И, в общем, я думаю, что он оказался за решеткой не за сам факт конфликта, а за счет публичности этого инцидента и за счет того, что любой человек, который смотрит это праведное войне, в общем-то, говорит, что это за стрельба по невидимым целям, что за трэш вообще, что за обучение. Да. И вот опять же, это же самая настоящая репрессия против этого парня.
Ну, то есть вот, и он не политический противник, там, знаешь, там, режима или там противник Путина, противник СВО. Он просто человек, который не хочет умереть, хочет подготовиться, говорит, слушайте, вы нас тут не пойми чем заставляете заниматься, мы там просто погибнем. Блин, вот, вообще Слушай, очень мощное давай, видео, давай не и будем, давай, скажем прям, мы не знаем, сторонник он власти или противник, и вообще, насколько он политически вовлечен, потому что это происходит с людьми, как правило, достаточно быстро, и мы тут не судьи, которые это могут точно, раздавать это ярлыки. точно. Но я скажу следующее, что, о чем я говорил. Ну В нет, я предыдущем скорее про то, эфире очень Олег, важная штука. что у него не Итальянская спрашивали. забастовка. Да, да, да. Я Очень просто хотел... важная штука для маркетологов. Мгм. Давай я быстро договорю. Вот сейчас мы не готовы воевать, потому что нас плохо учат. После этого мы не готовы воевать, потому что нам не выдали автоматы. После этого мы не готовы воевать, потому что нам не выдали сапоги. А сейчас еще что-то и так далее. Это абсолютно легальный, законный, скажем так, нет, нелегальный, законный. Наверное, это пользующийся поддержкой коллектива способ чего-то не делать. Это очень важно, потому что противостоять вот этой вот машине вооруженной, да, вот этой вот этому аппарату принуждения можно только объединившись с кем-то. Ну, это я, кажется, тоже говорил, просто мне кажется, мысль важная, и я возвращаю тебе слово. Да, я просто про то, что там следователь, который составлял материалы дела и обвинял там, да, прокуроры и судьи, которые его отправили под стражу, они вряд ли спрашивали его политические взгляды. Понимаешь, я только про это. Они как Абсолютно. бы, им не важно абсолютно. За, против, как бы нужно сделать дело. У нас тут высказывания ваши. Ну, как это так? Нельзя ссор из избы выносить. Пожалуйста, отправляйтесь в СИЗО. Слушай, вот этих мобилизованных их отправляют на губу, да, знаменитую, или в СИЗО обычные? Или не знаешь? Насколько я понимаю, его должны были отправить в СИЗО. По крайней мере, насколько я представляю. Тут ты меня поймал, к этому я не готовился, подзабыл эту информацию. Но так или иначе, Ну да, ну слушай, он я просто про находится то, за... что мне кажется, что в СИЗО, наверное, даже и более там, условия получше, чем на губе, чем в военной части, и вполне возможно, если там, ну то есть как вот этих вот парней из Серпухова, их же реально, он говорит, нас отправили, у нас там большая часть погибла, там какая-то часть раненых, вот мы оставшиеся, потрепанные, вот, ну может быть и в СИЗО лучше находиться, чем вот с этими ребятами в Серпухове. Ну, тем более как раз-таки там. Вероятность того, да, вероятность того, что убьют в СИЗО, сильно ниже. А тюрьма, ну, слушайте, даже если человек получит большой срок, он до конца его не досидит, он выйдет раньше. Потому что там Путин, вот почему он так редко появляется к своей теме? У него нет никакого образа будущего, у него нет никакой стратегии. Ах, вот мы сейчас что-нибудь сделаем и вот победим. Или что-нибудь еще вот придумаем и вот там остановим на какой-то точке эту войну. Ситуация простая. Все понимают, что Путину нужна передышка, и любые переговоры, это, конечно же, не мир, это временное перемирие для того, чтобы дать ему возможность собрать еще силы и снова напасть. И это понимают абсолютно все люди, все западные политики, и никто не хочет этого делать. И у него нет никакого варианта. Взять Киев за 3 дня не вышло. Заморозить Украину, то, что он пытается сейчас сделать, это у него тоже не получается, хотя это приносит, опять же, смерть, холод, тьму вот, людям, которые живут в Украине. Но тем не менее, это не какая-то ситуация, которая резко переломит ход войны. Вообще никогда вот эти удары по объектам гражданской инфраструктуры не смогли. Вот нет такого примера в истории, чтобы это сломило дух нации, которая побеждает, которая отвоевывает, освобождает свои города. Это важная штука, отсутствие вот этого образа будущего. Ну, слушай, у думаю, Путина образа будущего прям нет давно, но сажать... Ну, хотя, с другой стороны, репрессии были и раньше, но просто я скорее про то, что мне кажется, что мобилизованные в большинстве своем, они как бы не сильные-то противники. Ну, все равно там доверяли государству, и в итоге вот. Вот. И меня больше поражает, что он прям бьет по своим, плевать вообще ему. То есть вот, то, что он как бы стреляет по Украине, я уже привык как будто. Ну, то есть как бы, ну все, я уже принял, что ему абсолютно плевать на этих людей, он готов там взрывать дома, уничтожать города. Типа, окей, я понял, он как бы вон с
приехал, все, он будет идти до конца. Ну, до какого-то, да, непонятно какого. А то, что он будет своих сторонников уничтожать, я не ожидал. Ну, то есть я уверен, что там, если бы этих мобилизованных не отправили, ну, то есть их, если бы не было мобилизации и их бы не призвали, то вполне возможно, они были бы его сторонниками. А вот после СВО, когда они вернутся домой, я очень сомневаюсь, что они будут его поддерживать, и они будут вспоминать свои воинскую выслугу вот эту, как что-то, о чем они там, о том, чем они гордятся даже, потому что, скорее всего, гордиться-то будет-то не о чем. То есть, если бы в этой войне был бы какой-то смысл, да, то есть, я не знаю, мне кажется, даже в какой-нибудь афганской войне смысл было больше, чем той, которая идет сейчас, или в сирийской. Ну, правда. Я сомневаюсь, что афганская война имела хоть какой-то смысл, хоть для кого-то. Вот я Ну, думаю, окей, это схожий, хорошо. наверное. Ну, в смысле, там, не знаю, соперник как будто, ну, то есть противник как будто опасный, да, он там террорист, еще чего-то. Но тут ты вообще воюешь про людей, которые говорят либо точно так же, как ты, выглядят так же, как ты. Ну, окей, там есть те, кто говорит на украинском, но в основном они, окей, они понимают себя, они выглядят как ты, у них имена такие же, как у тебя. И там, ну, вообще, я не знаю, это как-то Это, очень... кстати, очень ценная мысль про то, что люди, которые страдают от этой войны, говорят на том же языке. Потому что если мы посмотрим, какие регионы больше всего пострадали, какие регионы Украины, это язычные регионы Украины, те самые, которые Путин пытался защищать, те самые, на поддержку которых он хотел бы опереться для того, чтобы там всю, не знаю, там, власть сменить или что-то, что он там еще хотел сделать, я уже там не буду перечислять все эти фантазмы пожилого человека. Так или иначе, это вот реально важный момент, что на самом деле первые пострадавшие вот по проценту, наверное, среди жителей всех регионов Украины, это именно русскоязычные жители Украины. Это, наверное, самое, Ну, это вот в ну, самом не начале самое, войны. но одно из самых удивительных моментов, да. Да, в самом начале войны это было прям, ну, у меня был какой-то резонанс, потому что я ожидал, что как-то по-другому будет проходить, и как-то люди по-другому будут, значит, этих военных встречать. Я все-таки думал, что какая-то поддержка у Путина в Украине есть, и я увидел там сотни видео, где люди, ну, у них там горит дом, и они говорят: слушайте, спасибо Владимиру Путину за это, спасибо русскому миру, и вот все в таком духе. Вот, да, конечно, это поражает. Да, слушай, но... Тут даже как-то... Но это немножко резонирует с твоей предыдущей мыслью, не бить своих. Путин в первую в очередь этом всегда смысле. бьет именно своих. Да, Путин всегда бьет своих, потому что до своих проще дотянуться. Как он может дотянуться, я не знаю, до Америки, да, слушай, он не может дотянуться и до украинской армии, который там очень боевой дух, которая там все отлично знает и понимает. Нет, он бьет по тем людям, которые, казалось бы, должны были быть к нему ближе. Конечно же, он точно так же сажает сейчас и военных каких-то мелких, ну не он лично, я имею в виду Путин, вот как коллективное такое вот олицетворение режима, коллективный Путин, да. Так же, как, да, там нацизм был коллективным Гитлером, вот так и сейчас вот путинизм, вот, да, вот весь этот авторитарный, стремительно не выговорил слово, становящийся тоталитарным режим, да, это, в общем-то, Путин. К чему я это? К тому, что хотел еще одну историю небольшую рассказать. Буквально на этой неделе в Курской области приговорили начальника полиции к 12,5 годам за госизмену. Удивительная ситуация. Вот. Ну, наверное, можно сказать Семену, потому что да, у него спросить. Ситуация совершенно не громкая. Я не знаю, там какие-то данные СБУ или нет. Курская область находится на границе, собственно, России и Украины. И вот там начальника полиции за государственную измену. 12,5 лет. 20, там 25, когда дают, ну, не знаю, там каким-нибудь ученым. Но достаточно приличный срок, тем более для сотрудника полиции. Да. Но, да, я к чему? Очень Потому необычное что... дело. Да. Ты про то, что бьют по своим и по полицейским тоже? Да. У меня, кстати, нам регулярно пишут сердитую чувашу, там, в бот обратной связи, там, сотрудники полиции, работники, там, силовых ведомств, именно с тем, что, типа, ё-моё, кажется, нас хотят мобилизовать. И их вот не мобилизуют в плане то, что отправляют на фронт, а их отправляют на усиление, знаешь, там, патрульная служба или там сотрудников там в СИНа отправляют
охранять, значит, заключенных, да, военнопленных. То есть вот не в Чувашии ты заключенных охраняешь, и держишь в клетках, а вот теперь военнопленных. И они говорят, что ситуация там очень плохая, и вообще страшно, и ехать они не хотят, но вот как бы ситуация обязывает. И они как бы сначала это были шутки, а потом все, да, теперь есть сотрудники полиции, которые регулярно едут как бы туда, и это же реально очень опасно. То есть мы там привыкли уже, что солдаты умирают, но я думаю, и сотрудники полиции будут умирать, которые едут туда в поселение. Ну, то есть, ну а Ну, что? слушай, это же не новая история. Было множество прецедентов, когда какие-нибудь нацгвардейцы, оказывается, в качестве солдат, их туда везли митинги разгонять, а тут солдаты почему-то не приехали, или их там не отправили, или, я не знаю, или разбили по дороге. Они оказывались один на один с украинской армией, были Но там убиты, Росгвардия это все равно уничтожены. такая там полувоенная структура. Ну это да, это тоже был, конечно, ужас какой-то. Ну не то, что ужас. Учителей отправляли. Учителей отправляли в тот же Херсон, вот, и бюджетников вполне, почему нет? Ну да, Чем с учителями полицейских вообще, хуже. конечно, смешно получилось. А ты видел, там был очень забавный сюжет, то, что, значит, отправили учителей, и я такой думаю, блин, кошмар, ну окей, там как-то даже просто, ну, короче, не так важно. В общем, отправили учителей, и когда во время контратаки Украины была отбита Харьковская область, появилась, значит, откуда-то, вот непонятно откуда, значит, появилась новость о том, что были задержаны эти учителя из Харькова, ну, точнее, История была. учителя из России, которые, значит, должны были учить в Харьковской области. И в итоге оказалось, что на самом деле их никого из учителей не арестовали, не поймали, и вообще эта информация не очень реалистичная. И я помню, Альянс учителей публиковал список, значит, какое-то министерство публиковало чуть, ну, в открытом, типа открыто публиковало учителей, которые должны, значит, поехать в Украину, и они их обзванивали уже вот там, типа, там, может, там, месяц назад, и оказалось, что они не поехали. То есть на самом деле эта история про то, что они отправляют туда педагогов, ну, не очень понятно, на самом деле это все еще происходит или нет. И я думаю, что, если честно, они могли просто логистически это все не рассчитать, это просто не придумать, а с военными это все работает. Их же отправляли там всякие там другие антитеррористические операции, типа там в Чечню же их отправляли, там в другие горячие места их отправляли. Ну, вот тут, наверное, примерно такая же технология, знаешь, схема налажена, а с учителями нет. Это все-таки очень необычная штука. Они к этому не были готовы. Слушай, я соглашусь, есть достаточно много информации о том, что учителя там были. Я согласен, что логистически они вряд ли привезли то количество, которое хотели, но кто-то из учителей там был. Как долго, там, в каком количестве? Тут да, тут действительно логистически, организационно могли быть какие-то сложности. Было бы странно, если бы их не было. Слушай, но у них вообще в целом очень плохо все со снабжением, вот это их проблема. Логистика как будто совершенно не их, поэтому, ну, мне вообще не верится, что они могли туда как-то учителей привезти, запихнуть по школам, их же нужно где-то селить. В общем, я думаю, это какая-то совсем такая сложная для кремлевской власти история. Вот. Я Слушай, согласен, что-то такое могло быть, да. Но это, давай пойдем дальше, может быть, или да, у почитаем тебя вопросы, если была они классная есть. тема. Да, но перед тем, как я расскажу про классную тему, я попрошу всех, кто смотрит, поставить лайки прямо сейчас, потому что потом может быть поздно. Это важно, потому что пока вы смотрите эфир и ставите лайки, эти лайки стоят еще дороже. Но если вы будете смотреть этот эфир после того, как он пройдет, вы тоже не забудьте лайк. Вот прямо в этот момент, вот прямо сейчас, если не сделали этого раньше. Блин, Итак, нужно какое-то напоминание спасибо. прям поставить о том, что требовать нужно ставить лайки и подписываться, и колокольчик, и все дела. Но правда, это очень важно. Это для нас с Олегом, как бы, не знаю, супер волонтерский проект. Мы все делаем на свои, там, не знаю, там, поставил свою камеру, там, соорудил, попросил друзей, там, организовать сам эфир. Поэтому, друзья, хотите нас поддержать, ставьте лайк. Если согласны с нами, ставьте лайк. Если не согласны, напишите комментарий и вопрос. Итак,
Если мы можем показывать картинки, я бы посмотрел бы на картинку под названием «Терроризм» и немножко рассказал бы об этом, и, возможно, даже подискутировал бы с Семеном, если он не против. Итак, что у нас происходит? Стремительно Россию признают государством с террористическим режимом и одновременно спонсором терроризма. Это уже сделал ЕС, это сделал, да, спасибо за картинку, это сделала Европарламент, это сделал Ассамблея НАТО, сделала, а также несколько стран, Чехия, Польша, Эстония. Что это значит и насколько вообще страшная штука? Каким последствиям это может привести? Вот о чем я хочу с вами поговорить. На самом деле, удивительно, это приведет в первую очередь к последствиям не столько плохим для России, сколько хорошим для Украины. Потому что когда российский режим признается террористическим, то это влияет на то, как активно Украине поставляют оружие и иную помощь. Чем больше есть вот этих вот формальных штук, тем больше рекомендаций получают страны для того, чтобы отгружать, отправлять и так далее. Однако сами по себе вот эти признания со стороны НАТО и со стороны Евросоюза, Европарламента точнее, они не несут прямых последствий. Вот такая вот ситуация. На самом деле это вот изменение некоторого дискурса, изменение некоторого общественного пространства, но оно не сделает Путину хуже, вот именно это изменение. Зато оно сделает хуже таким людям, ну, как, не знаю, как те, кто сбежал от мобилизации. Да, ну, как мы. Не хочется ныть, но, кстати, к слову, мне сегодня пришел официальный запрос от миграционного департамента Литвы, где нужно ответить на вопрос, чей Крым, кашусь к военным действиям России на территории Украины. Это интересно. Вот. Мне понравилась шутка. Я не помню, кто ее написал, о том, что, значит, в банках Грузии появился опросник, и нужно, значит, на него поставить галочки, как вы там к чему-то относитесь. Вот, в итоге оказалось, что никакого опросника нет, что это как бы просто придумали в интернете, как и еще миллион фейков про там русофобию в разных странах. Вот, и мне понравилась шутка, что типа, мне, конечно, эта безаловка не нравится, но я могу и просто так прийти и этот опрос заполнить. Слушай, мне эта ситуация не очень нравится. То есть лично-то я не думаю, что у меня есть какие-то проблемы со всей этой ситуацией, но это очень плохая тенденция. Вот изменение этого климата, потому что она помогает Путину сплачивать Россию вокруг себя. Это, во-первых. Потому что это вот наглядная демонстрация, что мы сейчас к вам подойдем с черепомеркой. Ну, слушайте, да, так получилось, что в вопросе, да, если взгляды это череп, то мне кажется, у меня с точки зрения вот, измеряющего с черепом все в порядке, я его активно делаю, но сам вот этот момент, когда тебя определяют по форме черепа, это, ну, не очень приятно. Ты понимаешь, что критерии расплывчатые, завтра они могут измениться. Ну и вот сам подход, он как будто бы несколько устаревший, если вы понимаете, о чем я. Как будто бы вот что-то здесь не то есть, несоответствие. Правильно делить людей по взглядам, особенно если люди находятся, да, там вот как какие-нибудь люди, которые бегут от мобилизации, если они находятся вынужденно в другой стране, если они находятся там, ну, от чего-то спасаясь, если они не хотят участвовать в войне, ну, не нужно к ним приставать и говорить, а теперь еще распишись кровь. Тем более, что большинство этих людей не очень политически активны. Ну, кто-то да, кто-то нет, не очень в чем-то разбираться. Ну, если про Крым ничего-то не знать и прочее. Я думаю, что это все не очень хорошая история, и она может привести к дополнительной консолидации людей вокруг Путина и к ну, своеобразной охоте на ведьм. Сегодня нужно, значит, там, занимать позицию по одному вопросу, завтра нужно будет говорить, что все люди в России с геном рабства, послезавтра еще что-то. В общем, нельзя делить, на самом деле, людей по взглядам, как бы это странно ни звучало, и я в этом смысле, ну, стараюсь быть
объективным, ну или, по крайней мере, подходить ко всем примерно с одной и той же меркой, и если люди и в России, да, там, оказавшиеся где-то все равно, да, или даже сторонники Путина, или кто-то еще, люди обмануты, и с ними надо говорить. Или если люди такие оказались за рубежом, ну, тоже с ними надо говорить, разубеждать их и говорить им, как все есть на самом деле. Потому что это люди, жертвы пропаганды, и если им все нормально объяснить, они все поймут. Просто в России делать это по объективным причинам сложнее. Вот Ну, слушай, такая это вот у меня мысль. очень... Вся эта штука с измерениями, с проверкой, фильтрацией, это очень похоже на вот эти паспорта хороших русских, которые предлагал там съезд оппозиции в Литве как раз. Вот что вот там будет паспорт русских, Не которые съезд. против войны. Ну, я не знаю, как это назвать, конгресс, не знаю, встречи, Это инициатива конкретных ребят, там, чаепитие. Каспарова. Ну да, ну все это Вот. понятно. Ну, типа, инициатива каких-то там вот оппозиционеров, которые живут за рубежом. Вот. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что сама по себе постановка этого вопроса, вот у нас будут паспорта для одних, паспорта для других. Ну, вообще ужас какой-то. Я думаю, что это... Не знаю, мне вообще вот этот вот гон на людей, у которых другой паспорт, ну, не знаю, для меня это как... Ну, мне это очень злит. Ну, даже не то, что из-за себя, мне в целом вообще без разницы, типа, какой там, как ко мне будет относиться в той или иной стране. Сколько я смотрю на своих соотечественников, и, конечно, да, у них там куча проблем. Вот, особенно тех, кто вот там только-только приезжает, кто там бежит от мобилизации, да, и там отказывают в каких-то базовых услугах и там говорят, что вот вы там какие-то русские. Но вообще там не все русские, вообще как бы, камон. Вот, ну ладно, это какая-то совсем уже узкая тема, если честно. Ну, Вот. слушай, тема важная, тем более, что, в общем-то, я думаю, скоро плюс-минус люди будут с этим сталкиваться. Я ее продолжу про терроризм и про признание в России. Да, ну а Собственно, вот сама вот эта вот вещь, Смотри, я сейчас скажу другую. Мгм. Давай. Про признание там России страной там спонсора терроризма, еще чего-то, ну, то есть, возможно, там с каких-то формальных каких-то вещей, там формальных документов, там странам Евросоюза будет легче давать оружие Украине, ну, типа там по формальным причинам, ну, по факту. Вот, окей, так могут допустим, давать. но мне кажется, что это какая-то супер вещь, ну, типа, не то чтобы радикальная, а какая-то, не знаю, ну, какая-то странная. Не знаю, мне кажется, что это, ну, Смотри, да, я что здесь понимаю, может что быть? Путин устраивает террор в Украине, но насколько это вообще? Смотри, какой здесь может быть положительное последствие? Про негативное мы сказали, да, это вот игра под путинскую дудку о том, что Россия – это Путин и все его поддерживают. А во-вторых, это вот возможное начало охоты на ведьм, и что, в принципе, это для самого общества, которое охотится, не очень хорошо, что уж говорить про кого охотится. Но, тем не менее, в любом случае, это не очень. Но позитивное последствие этого может быть – это шаг в сторону того, чтобы начать изымать активы российских олигархов. Об этом буквально недавно рассказали депутаты Европарламента, Сергей Логовинский в частности. Идея примерно следующая, хотя это не супербыстрая история. У кучи олигархов арестованы именно, не изъято, вот, их активы, имущество, воды, пароходы, что там у них осталось, что у них было, виллы все эти шикарные, которые мы так любим смотреть. Но они арестованы, и эти олигархи идут в суд и говорят: слушайте, а что, это же не, ну, типа, это же мое личное, вот я заработал, пожалуйста, снимите санкции, я продать хочу и не хочу я здесь быть. И я думаю, даже отдельные снятия этого будут, а изъять это очень сложно. А почему это сложно изъять? Потому что частности, как бы на основании чего вы ее будете изымать. А эти деньги можно было пустить на что-то хорошее, да, там, ну, например, да, там, либо, ну, сейчас, наверное, сложно говорить о том, что это когда-то вернется в Россию, но эти деньги могли бы компенсировать часть того, что разрушил Путин, чтобы забирать их не у простых людей, которые живут в России и страдают от Путина, а забирать эти деньги у бенефициаров режима. Но как же их изъять? Очень просто. Примерно так же, как происходит борьба с мафией в странах. Если тебя подозревают в принадлежности к преступному сообществу такого типа, то меняется принцип.
невиновности. Вот презумпция невиновности не действует. То есть, если есть большие доказательства, да, какие-то того, что ты можешь быть причастен к тому, что получил украденные деньги, как-то сам их украл в России, что-то еще, ты должен доказать суду, что ты их заработал. Ну, например, ты был, ну, не знаю, кем у нас там был Романов, да, ну, он вот был бизнесменом, а потом он стал каким-то небольшим. Потом через «Газпром», он сначала для «Газпрома» скупил компании, потом отдал их сам себе и таким образом разбогател, поотжимал, стал кошельком Путина. Это все понятно нам. Но вот он должен объяснять суду, что это не так, что он честный бизнесмен, что он ничего не воровал, что он вообще-то интернет развивает, а не пользует, как он в беседе с Алексеем Навальным говорил. И вот этот вот принцип, если он будет применен, а теперь это становится чуть-чуть попроще, сможет помочь нам, жителям России, снизить вот это феномен, которое на нас, к сожалению, видимо, неизбежно упадет в связи с тем, что Путин реально разрушает Украину. И это факт, и весь Запад помогает. Ну и, видимо, мы тоже будем не чужды этому. Это, видимо, неизбежно. Но будет лучше, если по простым людям ударят минимально, а по максимуму по бенефициарам режима. Вот такие вот у меня мысли слушай, по поводу будет смешно, питания если в России. итоге олигархам, расистам, всем этим Усмановым, Ротенбергом ничего не будет, а россиян, не знаю, будут вышвыривать из стран Евросоюза, не давать ВНЖ и так далее. Это будет любопытная вещь. Ну, просто, я не знаю, возможно, это суперэффективная мера, может быть, так и нужно, но звучит это пока очень... Я не говорю, что она эффективная. Я говорю о том, что есть плохая сторона, даже две, и вот одна, возможно, позитивная. А мнение, я думаю, нужно сформировать, что важнее и что правильнее. Ну, слушай, окей, хорошо, ну посмотрим, к чему это все приведет. Я просто скажу про то, что мне кажется, это каким-то странной штукой. Может, я просто не так радикально настроен, или наоборот, супер, наоборот, такой, знаешь, боюсь, знаешь, новых санкций на всех россиян и просто там переживаю за себя и людей вокруг, может быть. Но, окей, мне... Я не сторонник этой меры, и не надо меня таким выставлять. Я разделяю твои опасения и сказал о них в первую очередь. Да, ну, это надеюсь, так. в общем, надеюсь, что Алишеру Усманову будет конец после этой штуки, и его там заставят за все объясняться. Он, кстати, вроде уже говорит, что он никакого отношения не имеет к этому, а вообще он из Средней Азии, не трогайте меня. Вроде как. Вот. В конце Вообще- концов, изнасилование, он сидел именно там. Да. В тюрьме же не в России сидел, правда. Это вон Пригожин, российский, русский бандит, и там он кучу... Кстати, а знаешь ли ты, за что сидел Пригожин? Нет. Одна из статей – это, сейчас, чтобы не запутаться в термине, развращение малолетних. Ой, ну слушай, классическая статья. У нас... Но это не то, о чем ты думаешь. Это не сексуальное развращение, вовлечение в преступную деятельность. Вот, он преступная вовлекал да, в преступную деятельность, да, таким образом он их Ну, у нас развращал. Не просто у совращал, нас был развращал. крупный олигарх, который отсидел в тюрьме за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Какая-то такая у него была статья, ну, как-то не вывели, но там было что-то не очень хорошее и прям совсем плохое. Владимир Ермолаев звали этого олигарха. У него есть забавная штука, когда он сидел в колонии, он сделал в колонии ремонт и поэтому вышел по УДО. По-моему, вот прям... Удобно. да. Частный государственный партнер, да, отлично. Интересно просто, как родители девочек, которых он вовлек в несовершеннолетних девочек, да, к этому отнеслись. Что они об этом думали, об этом частном государственном там партнерстве? я даже не хочу это обсуждать, но там типа все заканчивалось тем, что он всех заливал деньгами. Он был просто очень крупным по чувашским меркам. Знаешь, типа, если он поехал бы в Татарстан, он бы там местным олигархам мог вино разливать. Но в Чувашии он был королем, другом президента, в общем. Полный этот фэшн. Чувашский король. Да, князь. Не короля, а князя. Вот, ну что? Слушай, есть ли у тебя вопросы в твоем чувашском чате? Слушай, да у меня, у нас получилось так, что в самом начале нашего разговора у нас поломались
вставки, и сломался у тебя звук, потом более-менее выровнялся, вот, и зрители у нас немножечко упали, поэтому, в общем, да, Поэтому те, вопросов не кто так смотрит, много. поставьте лайки, чтобы все вернулись. Ну, Снова надо про было мне лайки. сказать, но я растерялся, а потом еще должен был я рассказывать про мобилизированных, и все, у меня никаких вставок нет, думаю, ну все, ребята, не знаю, мне кажется, у меня поднялась температура в этот момент. Вот, поэтому нас смотрят пока не так много людей, но надеюсь, что в будущем их будет гораздо больше. Поэтому, друзья, давайте поставьте нам лайки, пишите комментарии, напишите, пожалуйста, обратную связь, как все работало. Я надеюсь, что, по крайней мере, у меня нормально работал звук и видео, потому что с этим мы боролись несколько стримов подряд. Вот, в общем, в конечном итоге у нас все будет замечательно и красиво, это касается стрима, а если касаясь всего произошедшего в стране, я очень надеюсь, что война идет к своему завершению, то, что этот ужас не может долго идти, и когда-нибудь мы проснемся и узнаем о том, что наступил мир. Но, я с тобой согласен, но вопрос от Олега Сидорова. Всегда приятно отвечать тезке. Вообще всем приятно отвечать. Про Максима Каца. Про Опа, нашего любимого. плохая Смотри, Кац дорожка. предлагает... Да нет, ну почему? Нормальный вопрос. Кац предлагает активно вовлекаться в работу с протестами. Есть ли план на этот счет? Семен, есть ли у тебя план на этот счет? Слушай, ну мы максимально готовы помогать мобилизованным, чуть ли там вообще, ну то есть я знаю, Протестующим. протестующим, ну даже и обычным мобилизованным на самом деле, ну кроме, ну то есть чтобы их оттуда забрать с фронта. Вот. Единственная проблема, что закон прям вообще не на нашей стороне, то есть типа им достаточно сложно это все дело покинуть, но мы будем стараться помогать. Ну, то есть, не знаю, мне кажется, я насколько мог чувашским мобилизованным, насколько мог, насколько им помог. Вот. Если будет еще что-то похожее, я включусь на все 100. Если у вас есть знакомые мобилизованные, не знают, что делать, как бунтовать, я не знаю, пишите, я готов дать, не знаю, методичку, это глупо звучит, могу рассказать, что сделали чувашские мобилизованные. Ну, то есть, реально, то есть, можете прям посмотреть, что сделали чувашские мобилизованные, как они активно действовали, можно просто прям повторять по тому, что делали они. Я согласен, да, я не до конца понял, речь идет о протестующих в принципе или о протестующих мобилизованных, Ой, но слушай, так если о или иначе. протестующих, а что он имел в виду? Мне кажется, не знаю. Давай я отвечу, как я понимаю, да, ты со стороны мобилизованных ответил, я скажу со стороны просто протестующих, как им можно и нужно помогать. В первую очередь, на мой взгляд, людям нужно, конечно же, помогать информационно. Помогать надо как угодно, хорошо, так можно сейчас, это потом можно будет неудачно вырезать. Смотрите, идея в чем? Те, кто находится за рубежом, несколько ограничены в возможности коммуникации с людьми в России. Оно все происходит так или иначе через интернет. При этом для того, чтобы помогать, а не причинять добро, нужно взаимодействовать. Но взаимодействовать там индивидуально с людьми – это хорошая штука, мы этим занимаемся. Я думаю, Семен и я, есть у нас там знакомые, которые продолжают в России бороться. Но делать это супер публично не всегда для этих людей безопасно. Поэтому нам нужно, конечно же, взаимодействовать с какими-то структурами, но Путин в первую очередь эти структуры и попытался, да, там и во многом даже и смог разогнать в России, в том числе поэтому мы с Семеном, например, за рубежом, да, как участник экстремистского ныне сообщества штаба Навального. Но так или иначе, нужно помогать людям, нужно делать это как индивидуально, так и с группами. Мы стараемся это делать за рубежом в том или ином формате. Не всегда мы можем делать это публично, а публично мы можем помогать именно с точки зрения распространения информации о том, что происходит. И это равно применимо как мобилизованным, так и людям, которые выходят на протесты, там, одиночные пить, травят какие-то акции, сопротивляются иным способом. Самое главное, что нужно сделать для того, чтобы помочь протестующим, помочь жителям России, помочь самим себе, это вовлечь как можно больше людей
в некое информационное пространство, которое их объединяет, чтобы вместе скоординированно что-то делать. Потому что один в поле, к сожалению, не воин. Вот Путину сколько этих воинов. Нам нужно, чтобы люди сыпались, чтобы менялся общественный дискурс, общественный климат, и тогда мы сможем влиять более активно на то, что происходит в стране. Тут у меня тоже вопрос. Тот парень, который посчитали зачинщиком и задержали, и он снял видео в бронированном ВАЗике, что с ним все нормально, все с ним окей. Как бы... Это про Чувашу, для тех, кто... Его не посадили, как бы он плюс-минус свободный. Ну, если вот можно быть военнослужащим и свободным, но вот в каком-то виде он свободен. Ну, в смысле, он не в СИЗО. Вот, хотя, кто его знает, где лучше на самом-то деле. Вот. Ну что, у меня все. Да, спасибо всем за то, что подключились к нам в эфир. Ставьте нам лайки, мы постараемся с каждым новым эфиром становиться лучше. Окей, вопросы пошли. Или ответить. Ну, давайте ответим на вопрос. Ну, окей, хорошо. Ну ладно, давай, я не против задержаться. Да. Как вы собираетесь развивать Чувашию после путинизма? Я думаю, что первое, с чего нужно начинать, ну, то есть из чего нужно исходить, как вообще будет выглядеть наша страна после путинизма. Потому что я, если честно, вот Олег уверен, что там Россия сохранит свою целостность, а я вот не уверен. Может быть, мы станем там отдельными государствами или не будет такой ситуации, да? Но это вот, не знаю, может быть, в России начнется гражданская война. Если мы смотрим идеальный случай и так получается, что Россия не идеальный случай, а вот ситуацию такую, что практически ничего не меняется. То есть, типа, все, вот страна не бурлит, вот она вот как была монотонна, так и осталась. То, я не знаю, я в Чувашии создам политическую партию. Мы будем добиваться федерализации, будем добиваться максимальных свободы от Москвы, от Кремля. Будем требовать, чтобы не было у нас президентской власти. Будем работать над тем, чтобы в России и, главное, в Чувашии были честные суды, чтобы в Чувашии были независимые СМИ. И мы, обычные люди, которые живут в Чувашии, сделаем из нашей республики офигенную, крутую страну. Потому что нам не будут мешать люди из Москвы, у нас будут честные суды, и если будет происходить какой-то беспредел, об этом будут рассказывать независимые медиа. И в итоге мы станем, не знаю, и еще мы будем привлекать инвестиции со всего мира и станем, не знаю, ну, хотя бы такой республикой, как Эстония, Литва или Латвия, как минимум. Вот. Кто это вы, кто будет развивать страну? Ну, слушайте, не знаю, и вы тоже можете развивать страну после Путина, не переживайте. У всех будут открытые возможности, потому что вот сейчас попробуйте в выборах поучаствовать. Насколько это реалистично? Я думаю, что практически нет. Реально все несогласованные кандидаты снимаются. Поэтому да, тут вопрос не в том, что конкретно это просто сказал свой план, а вот у вас он может быть совершенно другой, и вместе мы в свободной стране, не знаю, встретимся на дебатах. Вот. Я вроде бы ответил на все вопросы, которые хотел. И про того парня еще спрашивают. Да, его отпустили, на него не составили никаких протоколов. Я про того парня, мобилизованного из Чувашии, не завели уголовное дело, не отправили в СИЗО. То есть, как бы, насколько может быть свободным в военной части, он свободен. Вот. Все. Теперь точно. Олег, у тебя есть вопросы в чате в твоем? Нет, у меня нет вопросов. Я не вполне, может быть, согласен с всякими территориальными вопросами по поводу судьбы России, но это мы обсудим в следующем стриме. Подожди. Давай это обсудим в следующем стриме, а сейчас действительно время приходит закругляться, и я благодарю всех, кто нас смотрел. Оставим наше несогласие как тизер к следующему стриму и будем прощаться. Да, пока. Всем пока. Спасибо большое за эфир. Но следующий будет, надеюсь, без технических проблем.